Так, ассаламу алейкум, хәерле кич, кадерле дуслар, милләттәшләр. Ниһаять, бүген Татполит каналында сөйләшергә вакыт таптык. Шуңа күрә бүгенге безнең сөйләшү ул да булса татар халкының һәм Татарстанның киләчәге турында, гомумән аның сәяси язмышы, тәкъдире турында сөйләшербез. Сөйләшү рус телендә булачак. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең караучыларыбыз андый тәкъдим белән чыкты. Күбесе кызганычка каршы татар телен белми, тиешле дәрәҗәдә. Шуңа күрә күпчелек кеше аңламый тора. Шуңа күрә рус телендә алып барачакбыз. Әгәр дә, мәсәлән, сораулар татар телендә булса, ул чакта татар телендә җавап бирәчәкбез, иншаллах. Итак, дорогие друзья, была небольшая вставочка. Дело в том, что нас просили большую часть выступления говорить на русском языке, потому что не все понимают, и не только татары смотрят, а, в общем-то, темы, которые мы будем касаться, и тем, которые мы будем затрагивать, они касаются не только татар, представителей других народов, и в целом надо создавать пространство общего понимания. Ну и, соответственно, если будут вопросы на татарском языке, будем отвечать на татарском. Ну, если будет надобность, значит, проговорить тезисы на татарском, сделаем то же самое. Проблем с этим нет, я надеюсь. Просьба большая, Зурат Иныч, поставить лайки и расшаривать наше видео. Итак, будущее Татарстана. Ну, здесь первоначально нужно сделать анализ того, в какой ситуации мы сейчас находимся. Ситуация, прямо скажу, не самая радужная. Однако ж не стоит отчаиваться. То есть я не сторонник того, чтобы посыпать голову пеплом и кричать: «Шеф, все пропало». Напротив, мы должны излучать оптимизм, мы должны показывать всей своей статью, поведением, риторикой и дискурсом, что мы в состоянии пересилить все эти трудности, перебороть их и добиться намеченных целей. Конечно, это непросто. Но самое главное, нужно помнить, что темнее всего всегда перед рассветом. Сейчас, возможно, самые темные времена в последнее время, то есть вот в ту современность, о которой мы говорим, возможно, более за столетие, да, были, так сказать, сталинские времена. Но вот после сталинские, наверное, сейчас наиболее такие жесткие, брутальные и с максимальным уровнем давления на наши народы. Поэтому мы должны понимать следующее, что даже в этих тяжеленных условиях есть возможности для того, чтобы действовать, для того, чтобы изыскать возможность сохранить собственную идентичность, религию, язык, самоопределение, наши политические структуры и нашу политическую репрезентацию в виде республики и шире. Я отдельно коснусь этого чуть ниже, но сейчас я бы хотел сказать следующее. С одной стороны, татарский народ достаточно большой, второй по численности. В России мы видим, как была проведена специальная диверсионная операция СДО, да, по аналогии с СВО, по итогам переписи 2021 года, когда сознательно численность татар уменьшили на 600 тысяч примерно. Мы сразу говорили тогда, когда это случилось, я участвовал в этой переписной кампании, ездил по регионам России, всевозможные мероприятия проводили и в рамках той структуры, которая у нас была, клуба
татарского дискуссионного «Татар Шахмары», то есть «Татарский квадрат». Мы проводили множество мероприятий, записывали специальные передачи, там порядка более 100 передач было вот и на канале Татполит есть многочисленные про историю и так далее, современность татар. Короче говоря, работали в этом направлении. И сделали специальную а, прогнозистскую такую бумажку, согласно которому выявили, что в принципе может случиться так, что в конечном итоге численность татар уменьшат сознательно путем административных манипуляций. Так и произошло. То есть ни у кого, ни один народ не уменьшился так численно, как уменьшились татары. Странно, да? То есть вроде должно быть примерно одинаково, то есть пропорционально. Ну, там за исключением, условно говоря, Кавказа. Но было сделано специально и намеренно для того, чтобы лишить, с одной стороны, татар вот этой чувства уверенности, показать, что на самом деле все их потуги по сохранению и развитию, они не имеют никаких перспектив. С другой стороны, показать, что и вес удельный татар, их политическое влияние будет снижаться. И в-третьих, продемонстрировать, что татары не контролируют собственные этнические процессы, которые происходят в рамках вот татарского этноса. Потому что Москва всякий раз во время переписных кампаний 2002, 2010 и 2021 годов сознательно делила татар на огромное количество субэтнических групп для того, чтобы раздробить и забрать вот части татарского этноса, ассимилировать их, лишить единства и возможности сопротивляться Москве. Мы же прекрасно понимаем, что политическая субъектность татар и Татарстана выстраивалась именно на противостоянии Москве и тем агрессивным политическим тенденциям, которые она запускала. А эти тенденции, мы знаем, привели к огромным жертвам на Кавказе, например, чеченского населения, сейчас в Украине, других территориях. То есть Москва, если она видит, что ее задачи не реализовываются политическими методами, она пытается действовать методами силовыми и по-настоящему геноцидными. Что и происходит, потому что Москва проводит и проводила до этого политику этноцида по-настоящему. То есть она лишала нас языка, политической субъектности, она запрещает нам фактически исповедовать религию. Ну, могут сказать, что нет, вот разрешено же мечети, но мы же понимаем, что все эти люди, они встроены в рамку путинской модели, в рамки путинского ислама. Здесь, конечно, я не могу не сказать о том, что произошло вчера с блогером Расулом Тавдеряковым, которого я хорошо знаю и давно знаю. Это очень неприятная вещь, несмотря на то, что Расул выстраивал лоялистские отношения с властями. Когда началась война в Украине, он ездил на Донбасс, говорил, что там русский мир сеет добро, благо и процветание. Он совершал воежи Асаду, понятно, что туда допускаются люди просеянные и проверенные, ну и так далее. Он позволял себе какую-то критику такого, ну, частного характера. Ну вот оказалось, что даже такие лояльные люди, я говорил ему, что политически эта система сожрет тебя, даже если ты припадешь к ее ногам. Почему? А потому что логика исторического развития этой империи, она неумолима. Давайте вспомним Сталина. Что сделал Сталин? Изначально он уничтожил
своих прямых оппонентов Троцкого, Каменева, Зиновьева. Да. Потом он перешел к нейтральным слоям населения. Потом он стал пожирать лояльных, а потом своих же. И все эти стенания «товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка», она не имела никакого воздействия на Сталина. Сталин даже фактически взял в заложники жену Молотова, Полину Жемчужную, она же Перельман. И он держал ее. Она писала ему письма из тюрьмы Коба. Они были знакомы давно и были соратниками еще до революции. Я принимаю все твои решения, если ты считаешь, что так надо, значит так и надо. Ну, вы знаете, что внук этого самого Молотова является кремлевским политологом. То есть система, она ведь стремится к своей максимизации в виде сталинизма. И поэтому сейчас очевидно, что вот они уничтожили оппозиционные группы, или посадили, или выдавили. Дальше взялись за лояльных людей. А дальше уже нейтральных, дальше взялись за лояльных, а дальше система начнет пожирать саму себя. И при Сталине это было Ежовы, значит, Ягоды, Берия потом также был сожран этим Хрущевым и компанией. То есть система, она как бы внутри себя пожирает. Здесь ничего странного нет. Но ей нужны постоянные жертвы. Потому что этому силовому режиму всегда нужны группы, которые можно разоблачать. А что такое группы разоблаченные? Это погоны, это премии, это какие-то благодарности. То есть система должна доказывать, что она сидит не зря. Ведь силовой аппарат раздувается, он раздувается бесконечно. Ему нужно показывать, что он работает, что он не просто так сидит, штаны протирает. И вот находит. Там кто-то лайк поставил там и так далее и тому подобное. Это уже не важно. Система будет работать в этом смысле как прессовочный аппарат. Дальше и дальше, пока не захлебнется. Я думаю, что в этом году она захлебнется точно. Но вот в этих условиях как быть, спросите вы. Нишляргябзге. Вроде бы невозможно действовать, потому что отовсюду соглядатые, везде агенты режима. Что ты не сделай, можно трактовать в неблагоприятную для тебя сторону. Здесь я думаю, что нужно, во-первых, уходить во внутреннюю миграцию. Пока. Это ненадолго. Ничего страшного. Вот вы уходите ночью спать, да? То есть вы из активной фазы переходите в фазу пассивную, но необходимую для вашего организма и для вашего физиологического здоровья. Здесь то же самое. Вы уходите в эту фазу. Внутренняя миграция, что она подразумевает? Несколько есть аспектов. Первое. Нужно сохранять себя. Нужно сохранять свой круг общения, круг доверия, назовем его так. То есть это, по сути, шанушлы махалля, называемый, да? Джумаат доверия. Махалля доверия, шанушлы махалля. Он может быть, махалля может быть территориальный, а может быть и экстерриториальный. Ну, например, вот в деревне Алда Яшисис, Альбетта там Оралашасис, Куршуляр, блин. Или же экстерриториальный, как в городе. У вас есть единомышленники, Фигардашляр. Вот вы создаете с ними некую сеть, некое внутреннее пространство, небольшой мирок. Значит, с ними нужно поддерживать отношения. Между собой заповедовать истину, как сказано в Коране. Да? Заповедуйте между собой истину. Говорите на языке, соответственно, помогайте друг другу. Прокачивайте свои скиллы, прокачивайте свои интеллектуальные возможности, учитесь,
читайте, осваивайте какие-то новые профессиональные навыки. Они будут необходимы в час икс. Но сейчас вам нужно собраться внутренне и не допустить вот этого внешнего давления. Потому что как бы бросить вызов прямой сейчас, оно можно, но стратегически оно пока бессмысленно. Стратегически. Система сама сейчас надорвется, она должна надорваться. Пока что ваш голос вопиющего в пустыне большого урона системе не нанесет, но вам и вашим близким нанесет точно. Поэтому я предлагаю вот создавать и крепить вот эти маленькие пазлы, маленькие вот эти элементы цепи. Это укрепление такое внутреннего характера, оно возымеет, конечно, свои, даст эти всходы необходимые, важные. Следующее. Есть возможность использовать принцип итальянской забастовки. Что это подразумевает? Итальянская забастовка, как вы понимаете, по названию использовали итальянцы в свое время. То есть они приходили на работу и требовали от работодателя, от системы, чтобы она выполняла все те условия, которые прописаны в договоре. Исполняла, например, требования безопасности. Да, вот, что вы, условно говоря, пришли на завод, вы токарь, и вам должны по правилам выдать робу новую, перчатки новую, вам там, значит, рабочее место должны расчищать, вам должны давать там условно молоко за вредность и все остальное. То есть это ваша борьба против системы по ее же правилам, по ее же нормативам, по ее же алгоритмам. Да, вас могут назвать душнилой, ну и что? Ну и Wilson. Но вы делаете важное дело, вы не даете этой системе расслабляться. Вы, с одной стороны, закаливаете собственную гражданственность, собственную гражданскую идентичность, демонстрируете, что вы не жук какой-то, который можно раздавить на производстве. А с другой стороны, вы отрабатываете важный механизм борьбы и сопротивления. Пусть и на этом будет. Потом нужно создавать или участвовать в работе, в деятельности различных, ну, таких формальных или неформальных кружков, организаций, да, профсоюзы, или там общество любителей там словесности татарской, или старой письменности там, и там Ниндертеги, Туэреклер, ну и так далее и тому подобное. То есть вы должны вот входить в формально не политические структуры для того, чтобы объединяться с этими единомышленниками. И впоследствии как бы вот эти вот маленькие ячейки, они могут стать общей сотой такой, да, объединенной, которая в час X, естественно, свою роль обязательно сыграет. Но нужно быть готовым. И вот эти вот элементы, они сейчас, если и не имеют какого-то общественно-политического статуса, да, а носит там характер, ну, там, филателисты, назовем, то есть те, кто занимается коллекционированием марок почтовых. Вот вам, пожалуйста. В советское время такое было апробировано, и сейчас надо действовать. То есть нужно в любом случае проявлять некую активность, не сидеть, как я уже говорил, сложа руки, и ни в коем случае не подвергать себя пессимистическим воздействием пессимистических настроений. Это очень сильно ударяет, первое, по психике, во-вторых, по вашему стремлению к борьбе и к деятельности. Соответственно, мы должны искать такие вот прорехи или бреши в системе, в которую можно вот врываться всем нашим, так сказать, всей нашей неистовостью. Одним из важных, конечно же, элементов является концептуальное изложение того, что мы должны
понимать и что мы должны делать. В этом смысле у татар есть богатый политический опыт. И этот политический опыт нужно осваивать, нужно интерпретировать и нужно концептуализировать. Иначе никак. Если у нас не будет политической программы, если у нас не будет хорошо подготовленных политических кадров, ораторов, интеллектуалов, политических лидеров, то будет очень тяжело в последующем. Соответственно, я предложил, вы знаете, в свое время модель Татарстана 5 или Татарстан кулака. Что он подразумевает? Прежде всего, надо понимать, что есть Татарстан, заключенный в эти административные границы 1920 года. Он не соответствует территории расселения татар. Более того, он ограничил расселение, так сказать, политическое расселение татар вот этой вот замкнутой клеткой. Но мы его принимаем как данность, он есть. Второй момент, связанный с тем, что есть пространство большого Татарстана. Вот как раз татары, которые живут по Акайме и по границам этого Татарстана, это в основном Мишарский пояс, он наиболее активный политически. И вот он должен жить вот в режиме этого вдоха и выдоха. То есть они должны взаимодействовать. Это второй момент. Третий Татарстан. Это Идель-Урал. Идель-Урал – это также территория расселения татар. И политическая и географическая форма проекта Идель-Урал, штата Идель-Урал, который был подготовлен представителями татарской политической элиты в 17-18 годах прошлого столетия, но не реализовался. Туда входили и башкиры, башкорты, и Эрзя, и Мокша, и Чуваша, и удмурты, и русские великороссы. И вот это все должно было стать конфедерацией народов, которая бы противостояла гегемонизму Москвы. Это третий элемент. Четвертый элемент Татарстана 5 – это воздействие Татарстана не как административной границы, а как концепта на компактное проживание татар. То есть мы знаем, что татары проживают не только в Идель-Урале, хотя основная масса там, но в Сибири, север-татарлары в огромных количествах, Урал, понятное дело, Москва. Я извиняюсь. Извиняюсь. Значит, далее. Это Москва, где проживает до 800 тысяч татар. Это Питер, Рязань, где было одно из последних татарских ханств, Касимовское, Касым ханлыгы. Да, это Кавказ, ну и так далее. То есть есть такие вот, скажем, Нижний Новгород опять, да, где есть такие пятна, где компактно проживают татары, и там тоже, соответственно, есть форма, на которую можно воздействовать. Это четвертый элемент. И пятый, последний элемент – это диаспора. Татарская диаспора, старая и новая. Ну, старая диаспора, она большая, многочисленная, больше всего народу живет на территории Центральной Азии. Это Узбекистан, это Казахстан, как известно, это Кыргызстан, там много татар живет. Это Турция, Китай, в общем, такая старая миграция, Соединенные Штаты Америки, Австралия, естественно, Финляндия. А есть новые диаспоры, то есть те, кто вынуждены были мигрировать уже после Совка или вот в последние годы.
Соответственно, вот эти 2 модели, э, создают еще одну важную вещь, которую я назвал как статичный Татарстан. Это Татарстан, там, собственно, со столицей в Казани. И динамичный Татарстан — это диаспора, и старая, и новая. И вот динамичный Татарстан, то есть это диаспора, она более политически раскрепощена. Она может говорить то, что думает. Она может устраивать здесь различные проекты политические. И, в общем, так и происходит. Мы знаем, и вы знаете, что наши соплеменники, наши соотечественники с разными программами этнокультурными выступают, то есть языки преподают, там какие-то культурные обмены происходят, форумы проводят, как вот недавно прошло в Соединенных Штатах, где собирали ученый татарский люд из Северной Америки, да, Канады и Соединенных Штатов. То есть какие-то форумы есть, какие-то проекции существуют. Это динамичный Татарстан. Он в ситуации, когда статичный Татарстан не может действовать политически, должен взять на себя эту политическую функцию. Почему это важно? Потому что харакат баракат. Потому что если не будет движения политического, то мы быстро превратимся в болото. И это болото нас поглотит. А что такое болото? Болото убивает практически все живое. Ну, живут какие-то лягушки там. В лягушек даже царевин превращаться не очень-то охота. Соответственно, мы должны действовать. Диаспора, я имею в виду. Мухаджиры. Я не называю, я не люблю слово релакант. Релакант — это тот, кто уехал по причине некого некомфорта для себя. И он политически отстранен. Релакант политически отстранен. Мухаджиры, мухаджирля, они политически встроены, они политически ангажированы. И в этом плане они являются политической элитой. Но политической элитой надо стать тогда, когда вы носители политического дискурса, проекта. В противном случае вы пока еще политический актив. Но даже актив подразумевает активность, действие, гамаль. Если этого нет, то постепенно все будет утухать и затухать. Потому что если мы возьмем историю татарской политической диаспоры до и после революции, то мы увидим, что небольшая группа людей, там Гаяс Хакы, Садри Мухсуди, там тот же Юсуф Акчура и Башкалара, они сделали колоссальную организационную работу, совершая вояжи от Японии до Соединенных Штатов. Это большая работа. Организация диаспоры — работа непростая. Более того, ведь еще нужно формулировать политический дискурс, политические задачи. Саяси мақсатларында қоярға керек. Аларны аңлатырга керек. Кишини жәлеп итәргә керек. Это не так просто. Это требует определенных усилий, ресурсов, включенности. Но мы должны этим заниматься. В противном случае мы окажемся на обочине истории. В какой-то момент, естественно, так получится, что путинская система пойдет ко дну. Она уже идет, по сути. То, что мы сейчас наблюдаем, это просто апогей ее всхлипа. Ну, вот знаете, когда звезда коллапсирует, да, она коллапсирует в виде огромного выброса энергии, огромного рождения сверхновой, да. И кажется, что вот эта вспышка, она ослепляющая, она тотальная. Но нет, это вспышка конца. И сейчас то же самое. Поэтому мы должны быть политически к этому готовы. Теперь, что касается того, а кого в этом случае, например, называть миллят вакиля, кто является представителем нации по-настоящему? Это хороший вопрос. Я его сформулировал следующим образом. Тот, кто носит идею не просто сохранения культурных
особенностей нации, но тот, кто выступает за то, чтобы она стала в центре политических повествований. Вот тогда он вправе говорить, что мин миллят вакиля, мин миллят исменен сили олам. То есть я могу декларировать от имени нации. Я могу, потому что я носитель политического проекта, потому что я жертвую чем-то во имя этого, и, соответственно, у меня есть полномочия на то, чтобы говорить, декларировать от имени нации. Поэтому здесь очень легко сделать разделение, провести этот фуркан. Те, кто вроде относится к нации, те, кто является манкуртами. Или, как говорил один мой знакомый, мерхум, миллят кафирляры. Вот миллят кафирляры, они в этой вот методологии вполне различимы. То есть, с одной стороны, они могут, конечно, говорить, что без татарлар, и все этнически вроде по всем параметрам это так и есть, и по-татарски говорят, и папа, мама, и все остальное, но при этом они являются подрывными элементами внутри нации. Соответственно, если он работает против, работает там на Москву и всячески, так сказать, утверждает, что мы являемся частью русского мира, то в этом случае он миллят кафиры. В этом случае он не относится к нации. Здесь надо строго проводить эту сегрегацию однозначно. Не по принципу, знает он язык или не знает, татарское у него имя, не татарское, родился он там в татарской среде и воспитывался, ходил в татарскую школу, нет. Это все сейчас не имеет значения. Потому что определение должно быть именно вот так. Ул миллят хакана ашлима, яйса ул Москва душман хакана ашли. То есть он работает на благо нации, или же он работает просто на благо врагов, камуфлируя это все красивыми лозунгами. Это важно для чего? Потому что любой политический субъект внутренний, политической субъективизации себя определяется и фиксируется через понимание, кто враг, а кто друг. Вот если мы внутри себя не проведем эту сегрегацию, этот стазис, если мы не инициируем этот раскол, а он важен. Может, я сейчас скажу крамольную вещь, и кому-то она не понравится. Но внутренний раскол, он необходим. Потом соединиться можно. Принять покаяние, таубя, кларга и так далее. Все это можно. Но вот сейчас очень важно определиться политически. Потому что иначе мы будем размыты. Я уже сказал, что без политической линии мы не выживем. Даже несмотря на огромную этническую массу татар в 10 миллионов. Но это 10 миллионов, оно будет в режиме такого бульона бессолевого. Вот соль, которую вы бросаете в этот пресный бульон, это и есть политическое. Саяси жисм. Вот саяси жисмсыз без саяси миллят буларак формула шалмабыз. Так что политическая вещь, она строгая, но она определяющая. А все остальное, оно прихватывается. Прихватывается язык, потому что язык это тоже форма политической субъектности. Это прежде всего политическая вещь, политическая коммуникация, политическое взаимодействие, формулирование принципов, смыслов и вещей, связанных с целью
именно через национальный взгляд. Потом уже как бы культура и все остальное, это уже является не главным. Они важны, но в политическом смысле они не играют большой роли. Почему? Ну, потому что вот вам, например, объясняет Москва: ну что, у вас же есть вот театр? Ну, вроде есть. Вот там учебники выпускают какие-никакие, книги. Ну, вот татары там, рекордсмены, в России по тиражированию и изданию книг. Ну, вроде да. Второе место занимает, понятно, после русских по, медиапроектам, изданию газет, журналов даже. Газеты, журналы даже превышают по тиражу большинство федеральных. Ну, вроде да, ну а содержание-то в них какое? Содержание в них абсолютно выхолощено. Я не говорю, что оно не должно быть, оно должно быть, но количество должно переходить в качество, иначе это количество бессмысленно. Но если они не выражают политическую форму, то есть вот нет республики, вот республики по-настоящему, соответственно, никто не будет биться за татарские школы, за татарский язык, за татарские вузы, за мечети. Ну, постепенно, это размывается, потому что эту массу размажут, и субъектности-то нет. Нет. Мы же это видели, мы же это проходили. Вот этими ногами, так сказать, прошли все эти тропы. Когда оказалось, что язык защищать-то некому, кроме общественников, но у общественников нету тех ресурсов и возможностей. Или когда надо было защищать татарский в школах. Или право девушек носить хиджабы в школах. Или увеличить преподавание родных языков. Все это там через, конечно, парламент прокатывалось, но сейчас татарстанский парламент ведь не имеет того политического статуса, который он был. Вроде да, есть Всемирный конгресс татар, который должен был взять на себя функцию парламента всетатарского народа, то есть он должен был выступить его репрезентатором и его представителем, то есть это представительный орган власти татарского народа. Но когда в 91 году создавался Милли Меджлис татарского народа, Татар халкының Милли Меджлисы, ему в пику в 92-м создали Всемирный конгресс татар, Шаймиев создал. Именно в пику, именно как симулятор, чтобы не допустить усиления Милли Меджлиса как представительного органа татар. Всех татар, не Татарстан. Даже в этом случае, хорошо, Всемирный конгресс татар какую-то свою работу выполнял, миссию исполнял, но сейчас он превратился, скажу прямо, и пусть не обижаются те, кто там работает, тех, с кем я работал, коллеги, друзья и так далее, в департамент по проведению сабантуев. Это оскорбительно, потому что вроде бы ты отвечаешь за всех татар, ты должен формулировать смысловые вещи для татар. Ты должен заниматься стратегией, планированием, политическим лоббизмом, а ты превратился просто в департамент «принеси, подай, Китманнан не мешай». Ведь что получилось со стратегией, которую пытались писать мы тоже? Что сделали власти? Перехватили инициативу, хорошо, написали. Поищите, посмотрите его содержательный аспект. Это же слезы. Что татарин есть чак-чак, носит каляпуш и уважает старших. Правда, что ли? В этом заключается стратегия. Ну вот едят они до сих пор чак-чаки, танцуют и массово, так сказать, с танцами, плясками отправляют на убой. Стратегия заключается не в этом. Есть кодекс татарин. Кто такой татарин? Это одно. А стратегия развития – это совсем другое. Но если там даже не была дана оценка, анализ того, в какой ситуации мы находимся.
Мы свою стратегию написали. Она не понравилась, понятно, потому что нужно было угодить Москве, нужно было обойти острые политические углы. И татар, как сказал Миниханов в свое время, главное сделать так, чтобы мы не превратились в сувенирную нацию. Я сначала, когда прочитал, ну, понятно, что не он писал, но все-таки, я сначала, когда прочитал, я думал, ничего себе. Я думал, не сувенирная, а суверенная нация. Думаю, ну нифига. Казалось, я выдал желаемое за действительно. Так вот, Миниханов сетовал, как бы нам не превратиться в сувенирную нацию. Но все они сделали для того, чтобы мы превратились в сувенирную нацию. И даже в этих условиях, когда подлизывали Москве, уж и так и сяк старались угодить. А чем закончилось? По итогам переписи минус 600 тысяч вам нарисовали. Последние полномочия у Татарстана забрали, заставили переписать Конституцию. Заставили сидеть тихо и молчать по поводу языка. Я уж не говорю там договоры и все остальное. Про это просто молчок лям-мим. И заставили войти в огненное полотно русского мира. А потом еще и, так сказать, детей заставлять петь на уроках «Я русский». Ну пусть поет, если человек русский. А он не русский, он воспротивился, я имею в виду ребенок. И тут же пошло-поехало, на него стали наезжать. Или вот из последнего. Бюджет Татарстана, бюджет Татарстана выделяет 200 миллионов рублей на реконструкцию часовни, памятника в честь убитых русских солдат при взятии Казани в 1552 году. Ни одного упоминания о Казанском ханстве или камня, который бы символизировал, где было бы написано, что вот здесь умерли татарские и другие воины, там и Чуваша, и Ерза, и Мокша были, да, вот здесь пали шахиды. Сделайте то, что вы любите. Вы же любите говорить о толерантности и о балансе межэтническом. Но нету. Был там в свое время, поставили активисты небольшой такой менгер, ну камень. Он не камень, он ну, как бы такой картонный, да, под Кремлем. Но его убрали потом. То есть памятник оккупантам есть в Казани, памятник защитникам, ну тут часовня, да, но постройте какой-нибудь камень там, мящит. Нет. Более того, в Казани нет улицы даже, например, посвященной ханам. Там Улук Мухаммеду, Кичик Мухаммеду, основателям Казанского ханства. Я уже говорю про Казанское ханство, я не говорю золотоордынские, да, дела. Даже я в Стамбуле жил недалеко от улицы Хулагу. Там большинство стамбульцев не знал, что такое Хулагу. Кто такой? Да, ну здесь как бы наращивают символические, через топонимические названия. А в Казани что? Да, дают там имена известным татарским деятелям, ну где-то на окраинах, а центральные это улицы. Но почему? Почему не отметили юбилей основания Казанского ханства и так далее? Боятся, боятся. Но это тень, которую сами на себя навлекли, тень на плетень навели. Я знаю это. Вот тогда они сами своей же тени боялись. Лишь бы не навлечь окрик из Москвы, лишь бы Москва что-то плохое про нас не подумала. Мы сами себя напугали. И сейчас сидим, взрастили внутреннего монстра. И с языком то же самое было. Ну что мешало в 90-х годах открыть татарский университет? Мәрхум Ильдус Абый Амирхан, внучатый племянник Фатиха Амирхана, сколько ходил. И даже он создал Кул-Шариф университета Бизандау Кабирдык. То есть он на свои силы создавал.
а потом просто высох от вот всего вот этой несправедливости, и от рака умер. Человек, который вот все положил, их там 5 братьев, и все из них ученые, известные, Мэшхульбер, Нессель, известный род у них. То есть такие подвижники были, но им не то что не помогали, а яхшаллар, им наоборот, подножки ставили, им мешали. В 90-е годы пресные времена были, что хочешь делай. Можно было университет открыть, школы и так далее. То есть можно было уже на этом взрастить сейчас поколение татароязычных, идейных людей. Уже ол бір қотлам болар был бы уже слой готовых людей, интеллигенции. А эта интеллигенция у нас очень тонкая прослойка, как промокашка. Вот достаточно с перьевой ручки, так сказать, кляксу на него капнуть, и вся эта промокашка окажется никчемной. Вот это вот черная клякса, которую мы сами навлекаем на себя. Не Москва сделала, а мы сами. Но, конечно, причитать и жаловаться можно долго. Можно долго. Но мы должны, как я уже сказал, действовать. Действовать необходимо, с одной стороны, осторожно, а с другой стороны, целенаправленно. Сейчас вот я думаю, что в течение 2024 года ситуация поменяется. Этот режим, как со смертью Сталина. Ведь Сталин умер в 53-м. В 52-м вновь Сталин запустил маховик сталинских репрессий. То есть дело врачей там, и так далее и тому подобное, дело национальных отщепенцев. И все это было. Громили национальные элиты в республиках, в автономных округах. И казалось, что этому конца края нет. Умирает диктатор. Умирает, кстати, сколько ему было? 72-73. Ну, вот сейчас Путину 72, да? 72 в этом году будет. Ну, или пост-Путин, я их называю, пост-Путин. Значит, уходит, например, умирает или там парализован, или его там в подвале связывает и едят. И система начинает валиться. И она вынуждена будет уходить в режим либерализации. Маятник качнется. Ну, пришел Хрущев, да, так или иначе. После совка там пришел Ельцин. То есть этот вот маятник, он будет там. Между Путиным был Медведев, он как бы так либерализация. То есть, ну, это некий определенный социальный политический закон, от него не уйдешь. И мы должны быть готовы к нему, потому что в свое время, опять-таки, мархум Эфенда Сабый Сафиуллин, знаете, один из лидеров татарского национального движения, один из авторов Декларации о государственном суверенитете, депутат, пламенный трибун, значит, такой полковник. В общем, умер он в 2020 году, если я не ошибаюсь, да, под 90 ему было. Ковид скосил Урана Джанет Теблсон. Он мне сказал: Руслан, мы не были готовы. В 90-м году мы не были готовы к тому, что суверенитет упадет нам буквально на руки. Мы подставили руки, он упал. А мы не были готовы к нему. Если бы мы были готовы концептуально, политически, идеологически, интеллектуально, организационно, может, мы бы еще и, так сказать, посильнее действовали. Но вот сейчас-то у нас есть опыт этого всего, и мы должны быть готовы. Как говорится, предупрежден, значит вооружен. Но даже в тех условиях удалось что-то хотя бы сделать. Сейчас, как я уже сказал, надо крепиться внутренне и политически, потому что режим уйдет, и мы не должны быть растерянными. Вот как бы все рухнуло, а что мы? А с чего начинать? С чего начинать? Где наш план действий? Стратегия должна быть.
то все уже продумано, потому что вы же знаете, любая организованная сила бьет не, не организованно. Пусть даже ее будет там сотни тысяч неорганизованных людей, они не имеют перспективы выиграть перед группой там 100 условных заговорщиков, организованных людей. Всегда так было. Всегда. В любом случае маленькая группа должна быть, ну вот как большевики. На, на первом собрании их там было, по-моему, съезде 37 человек, и то они сразу разделились на две части, на большевиков и меньшевиков. Но однако же полмира захватили. Якобинцев тоже было не очень много. Вообще масонских этих клубов было под 90, под 900 перед французской революцией 1789 года. Жадичеляр, их тоже было не очень много. Это даже не было хорошо организованное движение, но это было явление, которое оказало воздействие широкое на весь тюркский исламский мир, на интеллектуальную, культурную жизнь, исламскую и так далее. То есть это всегда импульс. Импульс и организованные силы должны быть. А импульс дает только политическое напряжение. Так, теперь, значит, с Рауларбара есть вопросы, да? Я постараюсь сейчас ответить. Вот один вопрос. Руслан, нужно ли голосовать тем, кто живет в Татарстане? Нужно ли нам избирать иностранного диктатора? Хороший вопрос, очень актуальный. Смотрите, дорогие друзья, когда избирали первый раз Ельцина в 91 году, Татарстан не голосовал. Он говорил, что это не его выборы, это не выборы в Татарстане. Поэтому выборы президента Российской Федерации были проигнорированы. Это, кстати говоря, обосновывалось тем фактором, что Татарстан суверенное пространство, и ему нет дела до, значит, выборов в соседнем государстве. Сейчас ситуация несколько иная. Сейчас мы не можем так заявлять. Мы должны искать малейшие, скажем, нюансы, которые могут подточить режим. Малейшие. Использовать любые бреши. Да, вот бить по мягкому месту, по слабому месту. Где оно есть, надо бить. То есть, как я уже говорил, вот профсоюзы, идти туда с профсоюзами быть. Там притесняют кого-то, с ними быть. То есть обязательно создавать напряжение политического. Это важно, потому что оно мобилизует нас. Теперь, здесь то же самое. Вроде как понятно, что выборы ничего здесь не решают. Что победитель заранее известен, что это Владимир Красное Солнышко. Но то, как они носятся с выборами, говорит о том, что выборы для них важны. Почему? Потому что выборы – это мобилизационный организационный институт. И посмотрите, в моменты апатии люди концентрируются и центрируются вокруг даже вот таких легальных, но форм, которые могут воздействовать. Объясню на примере Беларуси. Значит, в 2020 году, в 2020, да, выборы там были. Помните? Значит, считал, что Лукашенко громит всех в одну калитку. Да. Выдвинулось несколько блогеров, в том числе такой блогер, как Тихановский. Но режим испугался, его посадили. И тут альтернативным образом зарегистрировалась его жена как кандидат. Ну, вообще учительница английского языка. Не харизматичная, не имеющая опыта политического действия, не имеющая опыта политических и публичных выступлений. Ну, просто вот чтобы кто-то был. И вы помните, что было? Очереди выстраивались в Беларуси, в посольствах Беларуси и в других странах, чтобы проголосовать за нее, за no name. Ее никто не знал. Так вот, согласно реальным подсчетам,
Лукашенко проиграл, он набрал там около 15%. А победила Тихановская. К чему это привело? Это привело к тому, что когда нарисовали подтасованные данные и явили их народу, люди настолько возмутились, что вышли на протест. И чуть-чуть, если помните, не смели Лукашенко. Тогда в Минске вышло 500 тысяч человек из 2-миллионного населения. То есть каждый четвертый. Лукашенко устоял, конечно. Устоял. Считали, что вот белорусы были слишком мягки, не нажали там, где надо. Ну, тут можно спорить, можно обвинять, я этим заниматься не буду. Там достойные люди вышли, многие пострадали. Тихановская уехала, а муж до сих пор сидит. Вот, соответственно, я не говорю, что это повторится в России, что там условно люди придут голосовать за Надеждина, который дает некую надежду просто как альтернативу, и это создаст какое-то напряжение, разобщение. Но это демонстрирует людям, что есть альтернатива. И вот где слабый момент у режима, туда надо давить. Использовать любой момент, любой, любой шанс, а не сидеть как собака на сене и все критиковать. Можно так делать, но тогда вы ничего не добьетесь. Нужно использовать любые возможности. И если это слабое пространство, слабое место режима, значит, туда надо давить. Значит, надо идти и настаивать на том, чтобы люди голосовали за антипутинского кандидата. Надо демонстрировать, что есть альтернатива и есть оппозиция, пускай и такая. Лучше объединяться, чем разъединяться, вот я имею в виду в таких вопросах. Так, дальше. Так, ну здесь у нас обсуждение. Лоргару Ризан, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Минем уйлауымча татарларга һәм башка төрки халыкларга төрки рудникага күченергә кирәк. Безгә латин яки кирилл алфавиты кирәкми. Мин моның белән килешмим, чөнки руник әллә кайчан булган, но хәзерге вакытта аны кайтару беренчедән мөмкин түгел. Икенчедән бернинди дә кирәклеге юк һәм дә мәслихәт юк. Необходимости нет. Чөнки безнең бар рухи һәм мәдәни мирасыбыз, ул да булса гарәп һәм латин һәм инде соңгы арада, соңгы дәвердә кирилл графикасында язылган. Руникага күчеп без нәрсәгә ирешәбез? Нинди төрки ил, мәсәлән, хәзерге вакытта руника белән эш итә? Андый ил юк, дәүләт юк. Һәм дәген миңа калса бер дә уңышлы булмас. Так. Айрат Гильмадинов, скажите, реально ли нам освободиться от московского ига? Я считаю, что так или иначе это произойдет, но надо понимать следующее, что наше освобождение – это не вопрос частный. То есть мы должны выстраивать сообщество, общий фронт с народами и с безразличными людьми. То есть мы должны создавать политию воли, да, джумхурият, то есть общность или республику, и при этом должны создавать конфедерацию, союзы народов.
То есть мы должны помогать друг другу обретать ту самую суверенность и ту самую свободу. Потому что, как писал Гёте, лишь тот достоин свободы, кто каждый день идет за ним в бой. Но так же, как это было в во время революции, 17 года, то, что мы не смогли настоять на общем, конфедеративном пространстве Идель-Урала, да, штат Идель-Урал или Татаро-Башкирской республики, а потом нас просто поодиночке съели. То есть и была возможность выхода на Казахстан, вот тогда бы мы создали мощную, конфедерацию туранскую, тюркскую, исламскую и так далее. Потом Кавказ все-таки есть, народы, угро-финской группы, народы Сибири. Все это сейчас требует формулирования. То есть мы должны это артикулировать и говорить, что мы выступаем за свободу и для всех тоже. Иначе поодиночке нам будет достаточно тяжело. Потому что, опять повторюсь, в условиях, когда падает путинский режим, что мы с чем мы оказываемся? Кто декларирует и кто объявляет о самостоятельности, суверенности? Кто будет формировать то самое пространство свободы и пространство сознания, как я называю? Кто? Кто возьмет на себя эту функцию? С одной стороны, те люди, которые находятся сейчас в управлении нашими территориями, нашими республиками, они, конечно, хитрым образом эту функцию на себя возьмут. Но будет ли у людей доверие к ним после всего того, что случилось? Но как же сделать таким образом, чтобы не позволить вновь узурпировать ими наши территории? Нужно иметь политический проект, нужно иметь ресурс общественный, то есть должна быть хорошо сплоченная общность, движение, группа, партия и так далее, чтобы они приняли уже наши условия. Так. Дуслар, Руслан, скажите, пожалуйста, мы ордынцы, булгары или кипчаки-половцы? Много видео смотрел, много читал. Азербайджанцев, сибирцев, крымцев записывали в свое время в татары. До сих пор есть вопросы, Рахмет. Понимаете, вопрос очень сложный, потому что любой процесс этностроительства, этногенеза, этнопроисхождения, он многофакторный, многокомпонентный. В его становлении участвует много элементов этнических. Да, был булгарский компонент становления татар. Был. Были ордынцы, да, правящий слой в большой державе, в которой было много элементов. Были татары. Ну, татары известное большое племенное образование, с которым воевал еще, как известно, отец Чингисхана, отец Чемуджина. Да. Значит, все эти компоненты участвовали в становлении татарской общетюркской нации. И это нормально. Соответственно, есть несколько пластов, несколько слоев. Есть татары, внутри татар тоже есть субгруппы, да, там Мишарляр, Сибир татарлары, там Астрахан татарлары, да, внутри них тоже есть маленькие подгруппы, но все они объединены татарским суперэтносом. Татарский этнос входит в тюркскую семью народов, да, в тюркский этнос. Я считаю, что нужно объединяться, то есть, ну, при сохранении, конечно, этих аспектов нужно сохранять, но нам надо стремиться к объединению. Поэтому искать раздора в прошлом, ну, оно, знаете, ни к чему хорошему не приведет. Историю надо знать. Но на истории надо объединяться, а не разъединяться. Но сейчас я вижу, что очень многие вбрасывают специально. То ли по незнанию, то ли сознательно действуют по, так сказать, чьему-то злому умыслу.
такие вещи, что, дескать, нет, мы булгары, мы не татары, и вот, значит, татарва – это специально нам навязанный этноним, и вот начинается раздрай. Знают эти люди, не понимают, неважно, но они действуют на раздрай внутри. Если мы принимаем сейчас татарский концепт, да, как концепт единой нации, то нам надо прекращать на этой теме дискутировать не для того, чтобы объединиться, а для того, чтобы разъединяться. Тогда эти разговоры надо убрать в сторону, потому что ни к чему хорошему они, как мы видим, не приводят. Разделяй и властвуй, divide et impero. Старый имперский принцип. И этим занимаются, ищут какие-то там что-то в истории. История настолько сложная вещь, скажу вам, особенно тюркская, что непрофессионалу мне тяжело разобраться. Поэтому, когда берутся за нее дилетанты, они начинают как слон в посудной лавке себя вести. Просто-напросто. А история – это же мощнейший идеологический ресурс. Это сильнейший инструмент, мобилизационный и так далее. Поэтому здесь надо быть осторожными, друзья, и обращаться за советом, за экспертным мнением к профессионалам. Вот я вам конкретно советую здесь. Когда, например, вы болеете какой-то серьезной хворью, вы же идете к профессионалу, к доктору, вы хотите попасть к человеку, который имеет хорошее знание, опыт, сертификацию как минимум. Да, вы же не хотите навлечь на себя какие-то проблемы, пойдя к дилетанту, или же вы не начинаете рыскать там в интернете и, так сказать, прикладывать березовую кору там к раковой опухоли. Вы хотите получить качественную медицинскую услугу. Здесь то же самое. История – это не менее сложный механизм и организм. Понимаете? Поэтому это наука. Хотя я знаю людей, которые говорят, история – это наука. Вообще гуманитарная сфера – это не наука. Вот, дескать, математика – это наука, физика – это наука. Но опять-таки люди, которые не знают, что такое наука, они так заявляют. Наука – это методология. Методология осмысления, методология понимания, гнозис. Если у вас есть методология достаточно понятна, это наука. Вот математика, например, не менее странная наука, да, потому что математика непонятно, что исчисляет, вроде бы. Исчисляет возможности, исчисляет закономерности. Но все, что исчисляет и находит закономерности, это наука, значит, потому что история тоже ищет науку, ищет то, что называется причинно-следственной связи. Так. Руслан, когда в Татарстане появятся подобные каналы, как «Аспекты Башкирии», «Открытая политика» в Башкирии? Мы не знаем политическую жизнь Татарстана. Конечно, правильный запрос, я вас поддерживаю. Мы должны создавать, мы должны объединяться, мы должны доносить, потому что сейчас основное оружие – это информация, донесение, осмысление. Тот, кто выигрывает борьбу за умы, тот выигрывает войну вообще. Исламис, Руслан, вопрос. Скажите, пожалуйста, независимо от Татарстан будет теократическим государством или светским? Если будет государство подвержено к религии, остальным татарам нужно будет собирать чемоданы. Я вообще не сторонник деления, значит, вот этого искусственной сущности, как теократической и светской. Потому что не очень понятно, что такое светское. Когда, значит, прикрывается понятием светскости, а в действительности проецирует всю ту же самую религиозность, потому что светскость – это религия наоборот, скажем так. То есть, что такое светскость? Светскость – это антирелигия, это не самостоятельная сущность, она возникает как как тень. А любая тень – это не самостоятельное явление. Соответственно,
Когда говорят то нельзя, это тоже самые запреты. Ну, тогда и религиозные запреты должны быть в равной мере использованы как так называемые светские. Мы же знаем, светскость возникла по итогам Великой Французской революции, как борьба против церкви. Но, просто я знаю неплохо историю французской революции, могу вам сказать, что прямо идеологи Великой Французской революции объявляли о том, что они создают тоже свою церковь, церковь великого существа, культа общества. И проводили даже мессы, марши, и такие деятели, как Шомет и Пьер Эбот, говорили о том, что нам нужно создать свой храм Нотр-Дам-де-Пари, да, наша дева, или там Нотр-Дам-де-Сосьете, так сказать, наше общество. Вот, со всеми этими атрибутами и так далее. Поэтому я считаю, что люди должны сами избирать и выбирать, хотят они жить по законам, значит, шариата, или хотят они жить по законам христианским, или они хотят жить по каким-то своим там демократическим правилам. Вот в этом случае устраивается, как в, условно говоря, в Швейцарии, в кантонах люди проводят референдум и решают сами. Никакого диктата не должно быть светской, там кто-то пришел и говорит, там светской должно быть. А люди хотят жить по другим принципам. Пожалуйста, мы не должны им мешать. И это нормальное явление. То есть вот эта вот система кантонного джуматского или системы махаллей, по которой жили татары до революции. Система махаллей подразумевала, что татары живут в исламских нормах. Да? Они содержат медресе, мечети, они содержат свою социальную жизнь, они учат, значит, учеников, шакирдов, и самых талантливых и одаренных из них они также финансировали для продолжения дальнейшего обучения. То есть эта система была отработана. Типографии свои, газеты, журналы, школы, как я уже сказал. Все это за счет вот махаллей. То есть люди сами избирали. Никакого, так сказать, вот насаждения сверху. А кто будет насаждать? Какие-то чиновники, что ли? Кто этим будет заниматься? Какие-то специально выращенные в пробирках люди, которые будут говорить, это правильно, это неправильно. А кто они такие, чтобы навязывать нам их волю, свою волю? Нет, мы носители воли политической, поэтому мы должны определять. Что скажете про Надеждина? Я думаю так, если человек реально выступает против путинского режима, ну, естественно, с оговорками, иначе бы его там тут же прищучили, против войны, если он выступает, вот в Татарстане, как говорил, за федерализм, за развитие языков, то почему бы нет? Почему бы нет? Надо, я же говорю, использовать любой момент, любой шанс, а не сидеть говорить, да, он там такой, он сякой вообще. Ну, тогда ничего и не будет. Потому что чистых сущностей не бывает. Мы не в мире ангелов живем. Мы в мире людей живем. Это там Фершталяр, там, да, ангелы очищены от какой-то скверны, а люди-то нет. Мы в человеческом пространстве действуем. Поэтому, я думаю, татары должны поставить свои условия. Мы поддержим, если вы примете наши условия. Такие, такие, такие. Все. Надо действовать политически, как политический организм. Кто, кроме либеральной оппозиции, союзник татар? С кем татары смогут найти общие цели? Есть кто из них, кто приемлет самоопределение республик, реальную федерацию? Тоже очень хороший вопрос. Здесь, опять-таки, как я уже говорил, нужна методология определения. Кто враг, кто друг, а кто так, да? Как пел Высоцкий. Значит, это, конечно, представители народов. То есть татары должны быть в союзе с народами Российской Федерации.
Это представители, ну, скажем так, демократических ценностей. Это антиимперцы, они есть. Это те люди, которые, в принципе, даже готовы говорить о том, что они выступают за сохранение там русской культуры, русского языка, но на нормальных паритетных условиях. Есть такие, я помню, в начале 2000-х были люди, которые поддерживали воссоздание махаллей татарских. Да, это были русские православные люди, но вот не вот эти Стрелково-подобные, Геркина-подобные, а нормальные русские люди, которые хотели сохранить свой уклад, свой быт, да, и тоже выступали за самоопределение, за общинное устройство русского народа. Такие есть люди, и с ними нужно искать контакты, кооптироваться и поддерживать. То есть они также считали, что вот государство вот этого типа, они, как говорили в свое время хлысты и, значит, староверы, это зверь из бездны, это антихрист, говорили они. И в этом смысле их надо поддерживать, потому что действительно это государство антихрист, даджал, ну вот с их а, интерпретацией. Про Надежду есть предположение, что это проект Кремля. Ну, смотрите, даже это если проект Кремля, то какая разница, если это ослабит этот самый Кремль? Вот как сказано в Коране, хитрили они хитрили, но Аллах хитрее их, да? Или же они интригуют, но они интригуют против себя. Они интригуют против вас, но они не знают, потому что интригуют против себя. То есть, поймите, что Советский Союз, когда существовал на своем излете, все те первые секретари рискомов, республиканских комитетов партий, они же все были верны партии, правительству и товарищу там Горбачеву. Все. Но раз в момент они разошлись. Ельцин, там как бы не относись, мы рассматриваем политические ситуации, тоже был взращен внутри КПСС. В конечном итоге он пошел против Горбачева. Ну и так далее. Проект Кремля может быть и имеет место быть, но они сами могут себе выстрелить в ногу. Вот в чем дело. Сейчас в тех условиях, которые есть, мы не в состоянии выдвинуть свою альтернативу. Но нет такой возможности. В любом случае это будет Кремль как бы охаживать. Вот в чем дело. Надо демонстрировать, что даже их Франкенштейн может выйти из-под их влияния. Есть ли более или менее цели на создание конфедерации без Московии? Конфедерация, опять-таки, когда говорят, что вот вы там хотите что-то развалить и так далее, что мы разваливаем? Мы, наоборот, мы собираем, мы конфедератируем, федератируем, объединяем людей на правильной воле, на принципе свободы, чести, справедливости. А хочет Москва жить вот так, как она живет, пускай живет так. Но мы объединяемся на своих началах, потому что эти территории наши. Это наши территории. Мы-то что, развалим свою территорию, что ли? Как говорил тот же Фандас Абы Софиуллин. Когда говорят, что Татарстан хочет выйти, куда он выходит? В небо, если только. Это наши земли. Мы никуда не уходим. Мы двигаем, отодвигаем тех, кто пришел на наши земли и диктует свои правила. Хотят, вот Орловская область, там, где они, пускай там строят, что хотят. Захотят нормально с нами взаимодействовать, пожалуйста. Вот о чем речь надо вести. Мы не разрушаем, мы создаем заново. Мы учреждаем новое пространство. Пространство воли, свободы, достоинства. Вот о чем речь. Мы никого не собираемся ущемлять, убивать, как это они делают. Напротив, мы хотим принести мир и гармонию.
Ваше мнение о Рустаме Ямалиеве и о других пророссийских татарских активистах? Ну, Рустама Эфенды я знаю тоже достаточно давно. Даже какие-то проекты реализовывали. С ним он давал площадку, в том числе в Москве. Участвовал в кое-каких проектах, но то, что этот человек сейчас просто-напросто перешел на рельсы, которые, скажем, обливают слезами смазки русский путинский мир, я не приемлю. Я считаю, что он бы мог повести себя по-другому, и не надо было залазить под шкуру, так сказать, этим всем шовинистам, а выстраивать более тонкую работу. Ну, он выбрал то, что выбрал. Так. Дуслар, әгәр җайлырак булыр әгәр дә сез мәсәлән сорау или вопрос дип язсагыз. Руслан Сфиулин пишет. Салам алейкум, Руслан, алейкум салам. Рахмет эш өчен. Сезгә рахмет. Что вы думаете по поводу хиджры мусульман-татар, которые подвергаются преследованиям? И можете назвать страну или страны, которые ближе всего к шариату? Я считаю, что тех, кого преследуют или кому грозит опасность, конечно, должны делать хиджрат. Бесспорно, Мадахищиксис. Такой стороной пока является Турция. Здесь, конечно, проблемы есть, вы знаете. Многим отказывают в ВНЖ. Жизнь дорогая, непростая. Но это всяко лучше, чем сидеть в тюрьме. Хиджра дело непростое. Люди уходят не от хорошей жизни и попадают не в самую хорошую жизнь. Это тоже понятно. Но хиджра, я много раз говорил, это в изначальном арабском значении прерывание дружественной беседы со своим оппонентом, когда ты понимаешь, что он твой оппонент, прерывание этой беседы, уход, накопление политического или военного ресурса для того, чтобы ответить этому оппоненту, прийти, возвратиться и тем самым его одолеть. Ну, такой сложный концепт. Соответственно, мы рассматриваем хиджрат как возможность уйти, чтобы возвратиться, но уже подготовлен. Поэтому есть Турция. Если вы там активно где-то политически не засвечены, то Кыргызстан, а так, конечно, Европа. Так, конечно, Европа. Но, по крайней мере, там учитывает права человека. Понятно, что туда трудно добраться, но вот сейчас не так много стран, куда можно двинуть. Есть еще там условно Монголия, но это надо опять-таки изучать. Эдуард Миниханов, Руслан Афенда, Зингар үшін ешрақ көбірек татпалет шығарушыларын ясағыз. Бик те рәхмәтле булыр идек. Иншалла, шулай эшләрбез. Чөнки бераз мөмкинлек юк иде, хәзер ул бар, вакыт та бар кебек. Шуңа күрә ешрак чыгарбыз, Алла бирса. Пишут: лысый сепаратист. Ну, тебе бы такую голову, ты бы такую хрень не гнал. Значит, ну что ж, дорогие друзья, кадерле дуслар, башка сораулар юк кебек. Шуңа күрә хушлашырга рөхсәт итегез. Һәм дәген киләсе очрашуларга кадәр, дорогие друзья, спасибо, что участвовали не в столь ранний час в нашем эфире, задавали вопросы. Сегодня после небольшого перерыва нам удалось все-таки выйти в эфир. Я думаю, что мы, как вы и предлагаете и советуете, увеличим частоту этих эфиров.
Алла берса, так что бірге болайық, бірден болайық. Бек зор рахмет сізге. Исән-имин болыңыз. Салам алейкум.